Итак, дорогие друзья, я пришел с улицы, снаружи, и перетащил палатку на новое место. У меня две хорошие новости. Я порыбачил на окуня, перетащил палатку на новое место. Вот. К сожалению, все это манипуляции заняли очень большое время. Тесто вообще замерзло. И из-за этого я пропустил вечерний клев. Время уже 3 часа дня. У нас уже это выглядит как полнейший вечер. Не знаю, будет теперь ловиться или нет чего-нибудь. Из-за того, что так долго все делали. Будем посмотреть на это. Здесь будет скапливаться скоро огромная лужа подо мной, потому что тут очень много снега, и она провисшая получается. Пока тесто отходит, давайте попробуем на калининградское сало. Володя говорит, сходил, купил сало на рынке перед приездом ко мне. Интересно, что он сейчас там делает в Калининграде у себя. Наверное, у него утро. Едет на работу. Или на рыбалку. Так, здесь глубина хорошая, хорошая. Луночку я уже закормил. Лунка закормлена. Ждем поклевку на калининградское сало. Володя просто в этот раз, по-моему, какое-то не такое сало привез. Что ли-то? Рыба не хочет уже на нее клевать. В прошлом году-то клевала, как не рыбье, видать, сало он привез. Володя, в следующий раз приезжай, привози рыбье сало. Ну что ж, друзья, сидел, значит, и была поклевочка. Одного я поймал, плотва средней крупности. Отправилась в морозильник прямиком. Даже прилег маленько. Это получается первая рыбка на новом месте. Видите,
Есть, что-то начинается, друзья. Никак вечерний клев на подходе. Хорошенький такой. Никак вечерний клев на подходе, а? Отправляйся. Ну, будем посмотреть дальше. Ай, рано взял, а. Вот зря поспешил. И так редко клюет еще. Рано взял. Ага. Есть. Хороший идет. Ой, какой хороший. Богатырь прямо. Вот это да. Смотрите. Бах, какая плотва. Да. Клев вечерний попер. Ну, знаете ли, вчера не было такого клёва. Сегодня клюет. Непонятно. Просто. Уму непостижим. Вчера вот в это время уже все как отрубило. Так что такое дело. То клюет, то не клюет. Тут время даже по времени-то и не угадаешь. Я ничего сказать-то и не могу. Видите, вчера в это время было вообще глухо, как в танке, и до утра. Сегодня буквально за несколько минут вот уже пара поклевок. Так что, видимо, когда как все-таки. Чуть-чуть приподнимем от дна. Ну прям вот нижняя у меня получается сантиметра 3. Видите вот? Была поклевочка только что. Нередко крупные ези вот так берут. Что-то вот подойдут, тыкнутся, О. Багорик рядом держу, на всякий случай, под рукой. Чуть-чуть еще манки надо сыпануть. Потому что я сюда манку не сыпал. О, что ее жалеть, да? Пускай идет. Для этого и брали, чтобы сыпать. Обычная манная каша, друзья. Вот. Подсыпаешь, и она так плавно туда уходит. Угу. Есть. Какие-то шевеления небольшие. О, смотрите-ка. Ну, если, конечно, это вообще не мальки вот эти. Ну, в этом месте я пробурил только одну лунку, две не стал бурить, потому что есть. О, идет, родимая. Идет, родимая. Оба-на.
Хороший такой чебачок. Согласитесь, да? Хороший ведь. Туда его. Ну вот таких вот, да почаще бы. Было бы вообще неплохо. Ну, ребята сегодня так и не приехали. Дмитрий с Янычем. Где-то там снегоход шумел, но это, видимо, сеточники свои сетки проверяют, ездят. Так, пока клёва нету, чаечку бахнем. Сейчас кушать захочешь, начнет клевать, как всегда. Как только начинаешь есть, закон подлости срабатывает и конфет с пряниками поем. Буду надеяться, что у рыб впереди два отверстия, это нос, и что они учуют мою приманку и приплывут за ней. То есть прикормку, и останутся здесь, чтобы я их тут ловил. Во! Закон подлости работает. Начинаю есть, начинает клевать. Хоть все время ешь, не останавливаясь. Завтра у меня долгий путь обратно, домой. И надеюсь, снегоход доедет, ничего не сломается, довезет. Потому что старая техника, сами уже видите. Зубчики уже все поэтовались. Еще вот этот переживаю, сижу. То, что на гусенице. Завтра хоть по своему путику обратно возвращаться. Путик хоть сильно не замело. Хоть это радует. Плохо то, что там в некоторых местах сам затупил неправильно. Ну, не там ехал, где нужно. Придется опять по туда ехать. Интересно, как там Дмитрий с Янычем отрыбачились. Сегодня надо позвонить, узнать вечером. Интересно же.
Чё тогда, раз не клевает? Чай буду пить. Придется все время пить, чтоб клевало. Весь снег будет желтый вокруг палатки. В желтых пятнах. Знаете от чего? Не будем впадаться в подробности. Надеюсь, все догадываются. Все мы люди. Все мы человеки. Видите, вот какой все-таки закон этот подлый, а? Подлые рыбки. Вот. Вот такие горбачи. Не дают покоя. Чай попить даже не дают. Я специально чай налил, чтобы чай попить, понимаешь? Все, иди давай. Теперь. Детишкам поедешь, тебя пожарят. Съедят. Друзья, напоминаю, что хочу эту рыбу отдать какой-нибудь многодетной семье, которая не может себе позволить рыбачить, у которой есть дети маленькие, зарплата маленькая, одиночке какой-нибудь женщине. Потому что я сам в такой семье воспитывался. У меня рано, отца не стало в семье, поэтому все вот эти обязанности по добыче, так сказать, возлегли на меня. У мамы не очень большая зарплата была, поэтому приходилось мне рыбачить, охотиться. Вот. Там увидишь, тут подглядишь. До чего-то своим умом доходил. Быстрее откусывай, пока не клеванул. Уже клеванул. Давай клюй. Сейчас до кружки чая потянулся. Ребят, обязательно попробуйте, если будете в Якутии. Или можете заказать, в принципе, попробовать наш чай, сахачай. Родом из Якутии. В данный момент пью вот этот чай, Баянай называется. Видите, он сахачай написано. Вот. Тут есть алгыс, вот сканируешь QR-код телефона и можно алгыс. Можно вот самому читать вот здесь вот. А вот уметь читая. Бырджабы ты кырджагас. Видишь, вот все вот написано, как правильно должно это делаться. Даже многие из наших современных, особенно молодежь, охотников, рыбаков, многие не знают, как правильно алгыс читается. Вот, берите чай. Я, допустим, вот сейчас чай вот пересыпал, вот банку пью. А коробочку я сейчас аккуратно сложу, вот так в лепешку. И туда, в коробку. Можно даже вот эту заднюю часть, где алгыс написан, его взять, коробку со снастями положить. У вас всегда будет под рукой. Можете взять, почитать. Она очень короткая, недолгая. Алгыс.
Небольшой ветерок хочет подняться, что ли? Ну да, так и есть, ага. Маленько поддувает. Чего? Ну, палатка, конечно, старого образца. Хотелось бы поновее сюда. О! Идет. Да слушайте, бойкий какой, а? Кто это вообще? А, это ты? Плотва, друзья, здоровущая. Поэтому он такой бойкий. Просто он очень большой. Эй, стой, 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 стой. Стой, говорю. Хорошие экземпляры поперли. По моим сведениям, то есть, насколько я знаю, из СМИ, всего один случай был нападение у нас в Якутии волка на человека. Это северный район, ну, отсюда севернее. Получается, оленевод или охотник на оленей. В общем, не помню, суть не столь важна. Тоже так же в палаточке сидел вечером, пришел в одного, растопил печку, собирался еду подогреть. И волк прибегает из леса и начинает палатку грызть сбоку. Что-то там копает и пытается под нее, что ли, подкопаться. Ну, он сначала не понял. С палатки вышел, посмотрел вот так, а там палатка не такая, там такая обычная. Типа наподобие брезентовой армейской палатки. Раз так, а он даже на нее не обращает внимания, там копает что-то. Вот это долго не думая, берет ружье, да бах его. Готово. Но потом, по-моему, он привез это ветеринарам. Те посмотрели, анализы взяли. Сказали, что этот волк бешеный, бешенством заболел. Ну, видать, репу переклинило и напал. Гаврил Яныч тоже рассказывал, что вот волки как бы преследовали там. Ну, рядом шли как бы вдоль с техникой. Но не нападали, потому что, мне кажется, волку проще какой-нибудь оленя догнать, лося там, падаль найти, задрать зверушку, чем напасть на человека, потому что, ну, не знаю. Не было таких случаев в моей практике. Медведь, то, что вот заходил в избушку, ел человека, даже не в избушку. У нас случай был в деревне. Деревня называется Усть-Миль. Посередине деревни медведь умудрился через пол деревни пройти, залезть на крышу дома. А в этом домике жила старенькая бабушка. И он прокопал потолок, провалился туда, в дом. Ну и задавил, собственно, эту бабушку. И его там и порешили. В общем, вот это такой случай был. Потом здесь вот 3 или 4 года тому назад мы в октябре тоже, в конце октября поехали в это место.
И отсюда в 3 или в 10 или километрах отсюда по нашей дороге сюда следы были медведя, шатуна. Ну, прошел довольно давно. Но следы четкие были. Потому что снега мало было. Мы троем были. Я, Гаврил Яныч и Дмитрич. Ну, мы что, проехали. Отрыбачились, уехали. Что вы думаете, этот медведь ушел туда? Южнее. Отсюда 60 километров, ну 50. Деревня есть. Оттуда охотник поехал на охоту. И этот медведь его там задавил, человека. Потом приехали, медведя ликвидировали. Вот это вот все рядом здесь было. Недалеко. И перед приездом сюда буквально ролик вот по мессенджеру WhatsApp гуляет тоже медведь. В одном из южных районов у нас дорогу переходит. Вот в это время, вот декабрь, 1 число декабря. Снега уже выше колена, он идет, ему вот так. Бух-бух-бух. И едут ребята, его снимают с автомобиля. Ну это что такое-то? Это же шатун голимый. Таких сразу уже надо. Позвонили бы, охотники приехали бы, быстро догнали бы его. Ну, наверное, уже догнали, наверное. Потому что либо разбудили люди, наверное, либо... Ой, кто-то кого-то... О, сошел. Да, такой небольшой был. Пускай идет. Даже он не пробил. Ну вот, еще одного дубану. Камера, к сожалению, выключил на время. Да сходил вот за окунем. Окуня занес. Возле печи положил. Пока он совсем не задубел. Сейчас его отогреем. И там у меня есть решетка гриль. В печи запечем. Будет вкусно. Я постоянно, когда на рыбалке нахожусь, рыбачу, то обязательно ем это блюдо. Окунь запеченный в печи. Целиком. Посмотрим, рыба поднакопилась или нет. Есть. О, сорожка есть. Со дна взяла. У дна взяла. Есть.
Есть такое дело. О, за верхнюю. За верхнюю. Почти что каждый 40 минут рыбка. Так, друзья, мне тут пока просто так сидим. Хочу кое-что испытать. Ноу-хау. Опять ноу-хау якутских разработчиков. Смотрите, друзья. Вот такой ноу-хау буду испытывать сейчас. Пока просто так сидеть. Ноги подмерзают маленько вот в носках и в калошах. Поэтому компания Hot Tent мне изготовила, то есть не мне, а вообще изготовила вот такие кенчи. Ну это как его? Ну как сказать, теплые, одеваются на ноги штучки такие. Вот. Здесь есть провод USB. Знаете, как это работает? Сейчас покажу. Все очень просто. Вам нужен пауэрбанк. У меня пауэрбанк на 30 тысяч мАч. Так, друзья, момент истины. Если со мной что случится, знайте, кого в этом винить. Вот этот кабель, он включается в этот пауэрбанк. Потом вставляется вот здесь вот специальный есть кармашек. В этот кармашек вставляется пауэрбанк. И внутри есть нагревающаяся какая-то штуковина. Она, в общем, согревает вашу ногу. Давайте будем ее испытывать, потому что ноги действительно у меня что-то подмерзли. Так, включаю. Внимание, включил. Эта штука не для ходьбы, это чтоб сидеть и греть ноги где-то в какой-то засидке, в таких же вот, наверное, условиях. Я вот специально сделал эксперимент. В одной у меня голый носок, во второй вот этот кенч. Ага, еще и поклевка здесь. И если моим ногам сейчас станет тепло, комфортно, я второй тоже одену. Там второй пауэрбанк тоже есть. Друзья, можете приобретать эту штуку на портале клевая-рыбалка.рф. Бутик Hot Tent. Так что имейте в виду. Ну, знаете, так, как будто что-то там действительно такое начинается, как будто какой-то нагревательный процесс, так сказать. Посмотрим, до какой температуры это будет нагреваться. Если понравится, буду постоянно носить. Вот такой кенч с нагревательным элементом, встроенным, и USB кабелем. Ну там есть вот, чтобы ваша USB-шка не потерялась, она вот эта липучка такая, кармашек, туда липучкой прилепляешь, и все, закрывается кармашек. Ну да, действительно греет,
посмотри-ка. Кажись, работает. Давайте посмотрим. Да, вот изнутри греется. Вот я чувствую, что у меня вот эта сторона начала греться. Вот она вот. У него нагревательный элемент почему-то не снизу, а вот сверху вот здесь расположился. Поэтому у меня вот сверху греет. Ну, главное, чтобы тут все нормально было. Ничего, не надеюсь, не загорится, ничего. Переживаю просто. Нога-то моя. Так, ладно, давайте продолжаем наш эксперимент. Сейчас я уже могу надеть 2 кянча. Давайте я этот попробую засунуть в карман. 30-тысячник Powerbank. Засовываю в карман. Но там все равно это не хватает у меня. Застежка не застегивается, потому что для 30-тысячника это не рассчитано. Это рассчитано на более маленькие пауэрбанки. О! Ну все. Благо налезла. О, калоша тоже оделась. А я понял, почему сверху сделано. Это чтоб на подошве ваши ноги не запрели и там не замкнуло. Сверху вот так. Стопы. Решил быстро сосисок поджарить на скорую руку, пока эта рыба отойдет уже. Долгая история. Сейчас попробуем на барбекюшнице сделать сосисочки. Там гречка у меня осталась. Штук 5 сделаем. Посмотрим. Или давайте все, да? Что там? Ну что, сосисочки приготовились. Прожарки в печи. Во! О, потихо поджаривается. О, все, хорош.